4 членов Меджлиса вызвали в ФСБ. В частности, первого заместителя Меджлиса Наримана Джиляла и членов представительного органа крымских татар Эминя Вамилеву, Ленмара Юнусова и Дилявера Акиева. Все они будут свидетелями по делу Ильми Умерова, которого оккупационная прокуратура Крыма обвиняет в сепаратизме. К нам подошел сотрудник УФСБ в Крыму и вручил 4 членам Меджлиса повестки на допрос следователю УФСБ Игорю Скрипке, который ведет дело Ильми Умерова касательно высказываний, известного уже всем, на допрос в качестве свидетеля. И вот в четверг ближайший я и Ленмар Юнусов пройдем пообщаться со следователем по данному делу. На следующий день, скорее всего, пойдут Эминя Вамилева и Мустафа Маушев. О чем мы будем говорить, пока нам неизвестно. Там уже по ходу дела будем ориентироваться и думать, что говорить ли вообще со следователем или воспользоваться 51 статьей, позволяющей нам не давать показания, которые мы можем считать могут быть использованы против нас и так далее. То есть решим уже в конкретное время. Против Сулеймана Кадырова возбуждено уголовное дело за сепаратизм. Адвокат Эмиль Курбетдинов сообщил, что Кадырову не предоставили копию протокола. 5 октября в его дом ворвались с обыском, конфисковали мобильный телефон и ноутбук. После того, как Кадыров побывал на допросе, у него ухудшилось состояние здоровья. Сегодня Сулеймана Кадырова вызвали в ФСБ, и то вызвали неофициально, якобы там для какой-то беседы. Его проинформировали о возбуждении уголовного дела в отношении него по сепаратизму, то есть высказывания, направленные на нарушение территориальной целостности России. Ему не выдали копию постановления этого о возбуждении уголовного дела. Следователь сказал, что у него есть на это время подумать, и он как надумает, то есть так и предоставит нам это постановление. Элементарные права не были соблюдены. На допросе он отказался давать показания по статье 51. У Сулеймана Кадырова следователь попытался отобрать подписку о неразглашении, однако я и он доходчиво объяснили следователю, что это правомерно и тоже нарушает право на защиту. На данный момент они взяли у него тоже подписку об обязательстве явки при первом вызове.